Всем привет, это подкаст. Мы когда подкаст не здороваемся. YouTube татарочки. Лейла, ты прекратишь выпендриваться уже или нет? Я не могу, это в крови у меня оказывается. Я не знаю ни одного Лерона, который выпендривается. Все. Или это с бахмутовской кровью тебе передалось? На самом деле, так получается. Я сама начинаю думать, вся жизнь борьба. Что-то происходит вообще. Нельзя мне просто расслабиться? Нет, оказывается, нет. У меня, знаешь, что в голову вбрело? Знаю. По новостям уже. По новостям. Так медиа написали. Я, решила сменить паспорт. Это идея гениальная. Я очень романтичный человек. Я вышла замуж и решила на годовщину поменять, взять фамилию мужа. Нормальные жены это делают в день свадьбы. Но мне не дали это сделать. В смысле? Смотри, оказывается, есть такая штука, что когда ты приходишь в ЗАГС, и ты берешь двойную, а я хотела двойную фамилию, не Хахрымпы, то и муж должен брать двойную фамилию. Это выяснилось прямо в ЗАГСе. А если мы так не делаем, что у нас одинаковой фамилии не будет, то в день ЗАГСа это делать нельзя. В какой момент наши видео стали настолько взрослыми? У нас еще про свидетельство о рождении Айнура и Адели будет видео обязательно. Оставайтесь, мамский контент войдет в чат. Госуслуги! Вы готовы на рекламную интеграцию? Да, то есть нам в ЗАГСе в день свадьбы это сделать не дали. Хотя изначально я заявление подавала именно так. Они говорят, а у вас муж не берет такую же фамилию? Я говорю, нет, тогда извините. По-моему, тупость, нет? Это вообще тупость. Ну сейчас же у тебя муж не взял двойную фамилию. Да, потому что я сменила фамилию. То есть там ты не на основе свидетельства о заключении брака, а просто по собственной инициативе. Да. Понятно. То есть там девушка придумала такую очень классную причину. Оставляя родовую фамилию, беру фамилию мужа. Вот так я написала. И ты тоже так же написала? Ну, она мне сказала, я так написала. И ты Косте ничего не говорила? Я ему не говорила, это сюрприз был. Вот. И изначально у меня старый паспорт, он с татарской вкладкой. Для тех, кто не в курсе, в паспортах Татарстана есть отдельная вкладка. Во многих республиках, по-моему, да, есть. в национальных республиках есть такое. Да. И я хотела сохранить его. Но как я начала спрашивать у других людей, у кого есть паспорт, и они недавно получили, у них этих вкладок не было. Ну что, никто не заморачивается? Потому что, а что заморачиваться? Паспорт и паспорт. А нет же заморачивания. В этом нет никакого заморачивания. Смотри, если это будет в должностных обязанностей человек, который делает эти паспорты. Ей же надо напрячься, этой женщине. А по факту у тебя тот же самый документ. У тебя паспорт не становится каким-то привилегированным. Дубль 2. У тебя паспорт не становится каким-то привилегированным из-за того, что у тебя появилась там вкладка. Это выпендрежничество. На самом деле, просто я думаю, что если ты живешь в Татарстане, в национальных республиках, то у тебя должна быть отличительная черта. Почему? Я никому ничего не должна. Нет, это я так думаю, что должна. Я захотела. Нет, я согласен с Лейлой, потому что по Конституции мы государство в государстве. И гражданин Татарстана, есть такое понятие в Конституции. Мы гражданины Татарстана и граждане России. Хотелось бы действительно отличаться. Но у вас нету дополнительных прав, как у граждан Татарстана, из-за того, что у вас появилась вкладка Татарстана. Да, нет, но зато у нас есть такой вариант выпендрежничества. Да, и мы его так подчеркиваем. Да. И для меня важно себя... Мне, чтобы быть татарином, не нужна вкладка. Щек, жерла. И тубатей. Давай показывай уже! Ты хочешь увидеть? Короче. А там есть фотка на этой вкладке? Нет. А номера есть хотя бы Да. на этой вкладке? Номера есть? Да. Вот. О, прикольно. Вот. Просто раньше не было. Вот. Подтверждаю, что Лейла 45-го года рождения. 73 уже? В 73-м ты в школе была? Ярайся. Мне шунды битлер. Но, смотрите, моя подписчица сказала, что эти страницы не пронумерованы. То есть 4 и сразу же 5 здесь. Видал? Да, их можно выдрать. Что мы сделаем прямо сейчас? Короче, я получила двойную фамилию, как я хотела, и у меня есть татарстанская вкладка, как я хотела. Фотку-то покажи. Фотка, я, как всегда, некрасивая. Не знаю, так уж. Нормально. Такая уж. Короче, у Лейлы 12 сентября день рождения, обязательно себе это запишите. Отметьте в календаре. Смотри, как классно. Я тебе говорю, это третье, что Вообще. это бонус. У меня раньше было, когда я писала слово «паспорт выдан»,
У меня был на 3 строчки. И ручка кончалась в какой-то момент. Там не то, что ручка, там все, места нет писать. Дорожки не хватало. В Новосавиновском... это плохо. В Новосавиновском УФМС какой-то... Нет, не так. Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Новосавинском районе города Казань. Еще длиннее. Там что-то было еще у меня. Знаете, у меня какой? Да. Отдел ТП номер 62 УФМС России Да, у тебя там по отстойный. Ленинградской области и Санкт-Петербургу обслуживает Петродворцовый район Санкт-Петербурга. Короче, Ломоносовский район пока ты будешь Ленинградской писать, пока ты будешь, там дети родятся, тебя похоронят. А у меня теперь МВД по республике Татарстан, Очень Деткенский. И мы с сестрой... Сейчас у всех так? Нет, я же подавала в том же месте, где я брала тот паспорт. Я думаю, что из-за вкладки меня куда-то направили, мой паспорт, и мне выдал его МВД. Короче, все, кто получает татарстанскую вкладку, всех проверяют и заносят в отдельный список как потенциально неблагонадежных граждан. Это я еще раз вам говорю, нафига вам татарстанская вкладка? Но меня очень рада, что это очень коротко, потому что у меня сейчас противовес моя длинная фамилия. Короче, все, это классно. Ну, спроси меня, как я это сделала. Спроси Да, меня блин, все прочитали уже тебя в Инстаграме. Не, я хочу знать. Давай, инструкцию. расскажи. Да, что я тоже хочу поменять. Да, Айнур хочет понимать, и кто хочет тоже слушайте, смотрите, очень просто. Кто не хочет, выключайте. С этого момента ничего интересного не будет. Но лайк, сначала лайк. YouTube татарочки. Дослар, patreon.com. Есть такой сайт. /Tatartel. Да. Это отличное место для тех, кто хочет нас поддержать и кто хочет стать вот соучастником. Вы будете вместе с нами участвовать в создании наших видео, в создании контента на этом YouTube-канале. Да, и это же получается, что вы влияете на контент татарский в интернете. Да, потому что не каждый же вот так вот соберется, поставит камеру, там поставит микрофон и будет что-то записывать, да? А тут уже есть люди, которые это делают, и им просто нужно помочь и стать соучастником. Да, поддержите нас. Там небольшие суммы, от $3 все начинается. Но в ответ мы вам будем давать классную информацию. Например, чаты у нас есть совместные, да? Да. Там можно предложить, например, тему для видео. Да. Да. А $3, между прочим, это как поменять паспорт. Госпошлина такая же. Один в один, кстати, да. Давайте, присоединяйтесь в наше движение, будьте с нами, делайте наш канал лучше. Да. Крепче. Свою жизнь лучше делайте. Веселее. И красивее. Да, так что проходите по ссылке в описании и становитесь нашим патроном. Спасибо вам заранее. YouTube татарочки. Не, первое, наверное, надо быть прописанным в Татарстане. Да? Я так подумала потом, когда они начали спрашивать, мои подписчики, да, а можно, если ты не в Татарстане? Да, конечно. Живешь в Улан-Удэ, а у тебя вкладка Республики Татарстан. Ну, короче, логику включайте, когда такие вопросы задаете, да. Если ты хочешь получить вкладку Республики Татарстан, ты должен проживать, ты должна быть прописка. Налоги платите сначала в Татарстан. Напрягитесь. Заплатите налоги. Вообще-то эти вкладыши покупаются на деньги налогоплательщиков, в том числе русскоязычных, которые эти вкладку вообще нафиг не нужна. Мне, возьмите ее, она же, вы же за нее заплатили. Вы заплатили за нее. Нужно ли какие-то специальные подавать заявления, что я хочу татарстанскую вкладку? По Да. умолчанию ее дают или нет? Нет. Мне нужен шаг 1, 2, 3, инструкция. Короче, Давай. инструкция. Всё начинаем. Первое. Мы идем в интернет. У нас должен быть Это я кабинет. смогу. Даже если нет компьютера, идем пешком. ВВВ. Госуслуги. Серьезно, нет. Короче, интернет нам нужен. И мы создаем кабинет в госуслугах. Если до сих пор Татарстанский тебя или нет. федеральный? Татарстанский. Ага. Я подавала в татарстанском. По крайней мере, свой опыт рассказываю. Вот. И там находим смена паспорта. Вот. Там есть несколько причин. Утеря, не утеря. Вы выбираете тот, который вам комфортнее. И В записывайте. смысле комфортнее? Можно любую причину указать, что ли? Да, не ты. Там вообще все что угодно можно написать. Моча в голову ударил. Да. Может. А есть такая Мин-татар. Когда я подавала то, что я смена имени. Смена имени у меня была такая причина, потому что я меняла фамилию. И записывайтесь в МФЦ. Удобное, которое ближайшее к вам. Блин, мне как будто 45 лет. Давай дальше.
И приходите в указанный день со всеми документами, которые у вас есть. И вообще, берите все вам понадобится, я вас уверяю. Ипотечный договор нужен? Они могут попросить ни с того ни с сего. А вот этот у вас документ. Анализы нужны? Нет, анализы не нужны. Что у меня миндауга татаркана? И там на месте прям берут. Короче, возьмите все документы на всякий пожарный. Там есть список. В моем случае это было свидетельство о рождении, свидетельство о разводе, свидетельство о браке. А разводе-то зачем? Вот, прикинь. А у тебя 2 свидетельства о разводе? 4 же должно быть. А у меня, короче, 7 сейчас насчитал. на самом деле очень непонятно, зачем мне вот свидетельство о разводе. Ну, типа ты меняла как будто бы уже имя. Да, они проверяют, да, действительно, оказывается, не проверяют. Хотя я тогда не меняла, фамилию не брала мужа бывшего. Этого я решила взять. И, и у меня не было свидетельства о разводе, понимаете? Мне пришлось еще пройти это испытание. Когда я Кирилла меня взяла и сожгла нахрен, порвала. Ой, уж вот эти вот ваши выпендрежные блогерские штуки. Нет, на самом деле просто я даже в одном из переездов просто решила этот документ не брать. Но он мне нахрен не сдался. Я развелась и забыла про это. Ты забыла, в каком государстве живешь? Оказывается. И ты еще восстановила вот этот документ. То есть мне надо пришлось ходить и восстанавливать этот документ, которого у меня не было, чтобы получить паспорт. Вот такие вот приключения. Это раз. А мужчинам нужен военный билет. Да, если так, кровь, что у вас кал, нет военного... За ППП. А если у вас нет военника, то даже не думайте про татарстанский вкладыш, да? Не служил, не татарин. Вот так вот. Если больной, то татарин. И вам нужно, короче... Есть военный билет, я не служу. Вам нужна фотография 3,5, 4,5 Метров? 35 миллиметров и 45 миллиметров должно быть. Цветная? Ну там сделают в ателье как. А в ателье как знают, короче, ателье. Фото ателье. Проверочка на возраст. Ателье. У меня есть детская фотка в ателье с попугаем там мягким. Такую можно? С телефоном. Короче, вот. И все, вы приносите. Заявление писать надо будет на месте. В свободной форме вам дадут шапочку, на чье имя это писать, да, на чье имя. И сейчас сам вам? Урус Янда директор. Не стала рисковать. Ну такое уже, знаешь, уже не верю я. К чему? Ну, татарнин ясыса екен, бүтін нәрсені татарша яса. Вот, и я пришла, задаю, говорю. Вопрос, у тебя свидетельство о браке на 2 языках? Да. Окей. Все на 2 языках, языках, кроме вот паспорта, поэтому хотела в паспорте тоже, как бы, на татарском. Я пришла первый раз по записи, по госуслугам, и говорю, мне нужна вкладка. Вкладка же будет? Энтики. Какая? А что такое? А так надо? А зачем вам? Вот ты так, почему ты с таким пренебрежением к этим женщинам относишься? Нет, на самом деле очень уважительно. Вот зря ты говоришь. Это вот сейчас шутка. А так я действительно в конце хотела резюмировать и рассказать про эту историю отдельно. Вот, и они не знают. Одна у другой спросила, третья у третьей спросила. И все, начали вот просто перешептываться и говорить, у нас вкладку хотят татарскую, что делать? Вот так, короче. И одна женщина только сказала, типа, езжайте в МВД. Не в МВД, в ФСБ сразу? Нет, в иммиграционный центр, типа, езжайте и там уточняйте. Ты, типа, иммигрант из другой страны приехала? Ну, короче, не знаю, вот я поехала на Ибрагимова. Тебе сделали загранник? И я думала, что это, короче, Comedy Club, стендап, Алсухапис. Могу. Встречайте. Вот, я приехала туда, отстояла очередь. Почему очередь? Потому что там тоже по записи приходят люди, но таких, как я, да, таких, как я, которые вот просто нас к вам направили. Меня это тоже бесит. Слава богу, оказывается, мне нужно в такой кабинет, где... Куда никому не надо. Нет, всем надо, и там всем только спросить. Мне только спросить, нам всем спросить. Вот, и там быстро все спрашивали, какие-то вопросы задавали. Я тоже захожу, типа, сейчас присяду, буду вопросы говорить. А она такая, что надо? Да, ты что пришла? Вот как ты рассказывала историю. Что пришла? Я такая, мне вкладка нужна, мне к вам направили. Она говорит, а что к нам направили? Они должны знать, у них есть инструкция, как они должны действовать. В МФЦ была инструкция? Да, которую они уже забыли. Когда я пришла второй раз, уже на следующий день. Опять в тот же МФЦ? Да.
Я говорю, я вчера у вас была, и вы меня направили туда, но меня обратно к вам вернули. А ты там уже в черном списке, ее не принимать, мы не знаем, что с ней делать. Да, и другая уже спокойно сказала, да, вам надо написать заявление в свободной форме, что вам нужна татарская вкладка. Вот. Смотри, а если тебе не нужна, если тебе нужен просто паспорт, ты ничего не пишешь. Просто ничего не говоришь. Это проще. Ты просто ничего не говоришь, а если уж нужна, тебе прям надо настойчиво несколько раз напомнить, сказать. Это еще один минус получения татарстанской вкладки. А плюсов сколько, да? Сколько? Выпендрежество. Ну, Вот, и все, написала, сдала, и спокойненько 2 недели ждешь. И потом забираешь паспорт с вкладкой татарской. То есть смотри, просто идешь в свой ФМС, ну куда тебя направят госуслуги, и просто пишешь заявление. Подожди, у ФМС же сейчас нету ФМС. МФЦ. МФЦ идешь. Ну, вот куда-то, куда направили госуслуги. Все Да. просто. Сначала в Еще раз, интернет. давай проговори зрителям. Первое. Первое, Идешь это в интернет. госуслуги. Госуслуги, берешь дату, удобную для себя, свободное окошечко. В это время идешь со всеми документами, которые там прописаны, делаешь фотографию заранее. Заявление заполняет сама девушка в окне в МФЦ. Тебе самому ничего, анкету какую-то заполнять не надо. Что удобно. Хорошо, а если они опять-таки говорят, мы не знаем, что делать, что делать в этом случае? В этом случае нужно донести, что эти вкладки, моя любимая, в госзакупках куплены. Они есть. Короче, такая история. А Лейла никогда не была на сайте госзакупок. Никогда. Она сейчас везде козыряет фактом, который ей рассказала я. А у меня душа неспокойна. Потому что это же я знаю, это же я ей рассказала. Я поэтому тебя посмотрела, такая, типа, это твоя история. Промолчит она или нет? Ну, короче, Нет, Алсу не мне промолчу. показала, что госзакупки были сделаны, и эти вкладки есть. Я к чему? Эта закупка была не так давно. И до этого времени было еще сложнее, по-моему, получать эту вкладку, потому что везде говорили, что у нас не закуплено, у нас нет таких, как это называется? Листочков. Документов, да. А как у тебя там появилось татарское имя? Ты где-то прописывала, как это должно быть написано? Потому что они же могут с ошибкой Да, написать. кстати, вариант имени. Айнур Кстати. Ахметов, например. Очень круто. Во-первых, у вас должно быть свидетельство о рождении. И там вы как-то названы. Смотри, и на татарском родился языке в русском тоже. Да, я родилась в Самарской области, у меня не написано на татарском. Они спрашивают, как вас написать. Ага. Но тебе надо будет тогда свидетельство о рождении тоже идти и менять. Так, как написано у тебя. На татарский язык? Да. То есть мне, чтобы получить татарстанскую вкладку сейчас, Ну, у тебя, нужно тот документ, поменять... у тебя тот документ на татарском и на русском? На русском, конечно. Ну, да хрена тебе это менять. Да, У тебя и подожди. так на русском. Русское у тебя остается и русским. Нет, допустим, я хочу татарстанскую вкладку, но у меня свидетельство о рождении на русском. Ну, всё. Мне сначала... Не Не надо, надо всё. ничего. Во-первых, у тебя Алсу. Она имеет в виду, если... Бесит просто. Нет, я Раиф кызы. Ну ладно, хоть только одно, то есть. Короче, ситуация такая. Я меняю уже второй раз свое имя. И первый раз я меняла имя свое. У меня в паспорте Фамилию? было... Нет, имя я меняла тоже. Вот в этом там у меня пошла ошибка. Потом. И мы нашли эту ошибку. Я меняла имя Лейля на Лейла. И знаешь, как сделала... Я была в конце. Да. И знаешь, как умно сделала девушка? Она взяла и Лейле тоже на Лейла поменяла. Татаршасын. И мен татаршасын да кеткен, бітін жүйде Лейла. А я как тупая не заметила эту ошибку. Ну, блин, у меня дислексия, я это просто тупо не увидела. И все, я с этим живу всю жизнь. Ну, последние, там, не знаю, 14 лет, к примеру. И... Ну, 75 на самом деле. Плюс-минус. И сейчас выясняется, когда я хочу сделать себе заново, у меня на всех паспортах, на всех документах с татарской стороны написано Лейла Русскими буквами. русскими буквами. И я такая, а как так произошло? Я не могу, мне просто... Короче, ребят, это мега заморочно. Подумайте 100 раз, надо вам это или нет. Да, поэтому мне сейчас менять не только будущие документы, но и те, которые были до этого, понимаешь? Зачем? У тебя же на татарском больше нигде не написано. Свидетельство о рождении меня поменяли, они поменяли мне свидетельство о рождении, где я теперь Лейла на татарском. А он хочет быть Лейля. А я хочу быть Лейля? Прикинь, я свидетельство о рождении своем Лейла. А зачем тебе сейчас свидетельство о рождении? Они так меняют, представляешь, оказывается, все меняют. То есть мне выдали заново свидетельство о браке, заново, где я уже Лером Бахмутова. Зачем они в тот же день мне не сделали так? Когда я получала это свидетельство. Кобат Бирген там написано, повторно выдан. И ты за все это госпошлину еще платила? Конечно, 300-600. Там, каждый выпуск документа это по 300-600 рублей.
Я запуталась, короче. Это на самом деле все очень просто. Сейчас вот действительно во всех этих учреждениях работают очень классные люди. Что я заметила. Потому что я реально очень много там провела времени сейчас. И они действительно говорят, у вас этого документа нет. Что мы можем сейчас сделать? Она меня не разворачивает. Она мне дает инструкцию, как я могу это исправить. А могла бы отправить соседнюю? Конечно. Она сказала бы кровь, кал и моча, и штамп. Она так не говорит. Она говорит, вы можете... нужна? Флюорография обязательно. И томография, и ЭКГ. И она так не говорит. Она говорит, вот моя почта, личную почту она дает. Да. Пожалуйста, когда вы становите этот документ, просто сфотографируйте, мне пришлите. Прикольно. Прикинь? Прикольно. Я вообще была в шоке, что она меня никуда не разворачивала, она все доделала. Я потом просто аккуратненько вернусь к вашему делу и добью. А ты ей заплатила за это? А ты не можешь, там взятка, это нельзя. Ты не можешь ей ничего платить. В России нельзя взятки, да? В Татарстане не берут взятки. Нельзя. Даже если принесешь шоколадку, яблоко, все, они не принимают. Я просто когда меняла в тот раз документ, у меня была сломана рука, и мне девушка в окне от руки заполняла. Ага. И я вот в благодарность ей принесла шоколадку, и она не смогла его взять. Она сказала, у нас камеры. И все. Это тогда еще, когда я меняла, это давно. А сейчас тем более, даже намеков на это нет. Просто люди, человеки там же работают. Никто не огрызается. Женщина с фиолетовыми волосами. Нет, не овчарки, не овчарки, не обрлы, корчаклар, нет. Ну, потому что миниатюра, вот КВНщик не даст соврать, паспортный стол – это самый вообще стереотипный стереотип. Как там говорила Ольга Картонкова. Она говорила, я перед Рамзаном Кадыровым окошко закрывала, я пуганная. То есть таких там нет, можно не боясь идти. Да, я говорю, они реально все объясняют. Я еще до этого была в пенсионном фонде. Зачем? Ну, с Бахтером мы ходили, с братишкой моим. И там тоже женщина такая спокойная. А моя мама, она уже готова, на взводе идет. Ну да, но она привыкла. Она думает, сейчас будем отвоевывать эти 1200 рублей у государства, сейчас все заберем. А они такие спокойно, а вы можете еще вот так сделать, а вы еще можете вот так. Вам может быть на карточку, на чтобы деньги приходили. То есть прикольно. Настолько все спокойно, ясно. Потому что я думаю, что это из-за того, что, во-первых, все по таймингу, никто не стучится, никто не врывается. Очередь типа есть. Очередь, да, вот это электронный. Это очень удобно, они морально не выгорают из-за этого. Прикольно, да. Так что, Дуслар, если вы хотите действительно татарстанскую вкладку, не бойтесь, это несложно. Буквально смысла в этом особого нет. Нет, я думаю, смысл большой в том, чтобы показать, что реально, если будет все вкладки потратят. Она что, ходит по улице и показывает Нет, вкладку? Будет цифры. Они скажут, вот у нас в этом году заказали всего 10 вкладок. Они такие, ну давайте вообще уберем. Да. Так они сказали, все 16 тысяч или сколько там закупили. А кто тебе правду скажет? Никто не скажет Они правду. будут сами понимать это. Ну, то есть это будет запрос на татарстанскую идентичность. Я не думаю, я надеюсь, что вот так будет, что... Я надеюсь, что в ближайшее время вот эти вот девушки, которые работают в МФЦ, они будут сходу знать, что надо делать, и не будут задавать друг другу вопросы, а что же делать, да? Потому что мы будем чаще приходить и чаще менять. По крайней мере, мой вот этот пост, он в сохраненках, просто разлетелся, люди сохраняют и готовы это... Сохранить пост – это не значит пойти и поменять паспорт. А я верю, что вы поменяете паспорт. Давайте флешмоб как-нибудь проведем. Да, давайте до переписи населения все... Чтобы они все скинули фотки паспортов? Нам татарская вкладка не очень нужна, а вы вот эту с фотографией, которую скидываете. И с пропиской. Первая и последняя страничка. Ну, такое, короче. Нужно прям очень сильно заморочиться, чтобы... Да, вообще нет ничего мороза. Самый классный плюс еще вот этого всего, у меня заключение брака и развода убрали. У меня только штампы новые? Только один. Свидетельство о разводе? Татарстанский вклад есть. Откуда? Я получила паспорт как вот в 20 лет, я же его не меняла. Вот если буду менять фамилию... В 20 лет? Как раз когда паспорт меняю. Классно, да. Меняют в 20 лет, в 45 и никогда. В 45, через 2 года уже. Да, ты что-то могла бы потерпеть. Всем спасибо. Это была микроинструкция, как получить татарстанскую вкладку. Любите свою республику, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Вот. И напишите комментарий, что Алсу не права, пожалуйста. Просто так и написать, Алсу не права. Нет, вы хотя бы аргументируйте. Алсу не права.